Праблема п'янства за рулем по-ранейшаму актуальная. Пьяный водитель уяўляе патэнцыяльную небяспеку для іншых удзельнікаў дарожнага руху. Вельмі часта за яго ў дарожна-транспартнае здарэнні трапляюць ні ў чым не вінаватыя людзі. Чым можа абярнуцца паездка ў нецвярозым выглядзе, даведваемся з наступнага сюжэту. У 2019 годзе ў Шклоўскім раёне за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці 47 асоб. У 2020 за здзяйсненне аналагічных праванарушэнняў 4 жыхара раёна. Не выпадкова, што заканадаўства прадугледжвае нароўні з адміністрацыйнай і крымінальную адказнасць за кіраванне транспартным сродкам у нецвярозым стане. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повторно в течение года после наложения административного взыскания является основанием для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 317 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь. Примером полного безрассудства и эгоистических побуждений, характеризующихся стремлением получить наслаждение от вождения автомобилем, является поведение 19-летнего жителя Шкловского района, гражданина Т, фигуранта уголовного дела, рассмотренного судом Шкловского района в январе месяце 2020 года. Яшчэ ў 18-гадовым узросце малады чалавек, нідзе не працуючы і не маючы права на кіраванне транспартным сродкам, набыў легкавы аўтамабіль. Паводле яго слоў, купляючы аўтамабіль, ён планаваў пазней атрымаць вадзіцельскае пасведчанне. Аднак зрабіць гэтага так і не паспеў. 21 февраля 2019 года, находясь по месту жительства, он употребил пиво, после чего решил покататься на приобретенном транспортном средстве. При этом, как он пояснял на стадии предварительного расследования по уголовному делу, его не смутили те обстоятельства, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет прав на управление транспортным средством, поскольку полагал, что ничего страшного не произойдет, если он немного покатается. В соседнем населенном пункте он встретил двоих знакомых, с ними употребил еще спиртное, после чего предложил проехать в город Орша в клуб. Ужо ноччу яго спынілі супрацоўнікі Аршанскага аддзялення дзяржаўтаінспекцыі. Па выніках медыцынскага агляду факт знаходжання ў стане алкагольнага ап'янення пацверджаны. Малады чалавек падвергнуты адміністрацыйнаму спагнанню ў выглядзе штрафа ў памеры 55 базавых велічынь з пазбаўленнем права займацца дзейнасцю, звязанай з кіраваннем транспартнымі сродкамі, тэрмінам на 3 гады. Однако покарание не стало уроком. Спустя 10 месяцев, несмотря на установленный запрет, он вновь решил покататься на транспортном средстве. На этом же автомобиле Mercedes-Benz C200 он вначале проехал по населенному пункту, в котором проживает, затем проследовал в соседнюю деревню, в магазине приобрел пиво, которое распил на стоянке возле магазина, после чего, сев за руль, направился к себе домой по месту жительства. Однако около 0 часов 30 минут на 28-м километре автодороги Орша-Шклов-Могилев он создал аварийную ситуацию, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении транспортным средством Audi A8, которая от полученного удара съехала в кювет. Установлено, что виноватым дорожно-транспортного здарэння з'яўляецца 19-гадовы малады чалавек, які знаходзіцца ў стане алкагольнага ап'янення і раней прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за такое ж парушэнне. Приговором суда Шкловского района от 21 января 2020 года гражданин Т осужден по части 1 статьи 317 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет, со штрафом в размере 150 базовых величин в сумме 4050 рублей. Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 46 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь, транспортное средство, автомобиль Mercedes-Benz C200 конфискован в доход государства. Приговор не обжалован в апелляционном порядке, не опротестован и вступил в законную силу.